Дорогое мое дитя, я хочу сообщить тебе важную новость. Вчера вечером произошло большое событие, затронувшее кого-то очень важного для вас. Это не просто поправка, это было откровение, изменившее жизнь. Подумайте об этом. Вчера вечером произошло что-то необычное, что напрямую затронуло человека, которого вы глубоко любите. Это похоже на сцену из детективного фильма, и вы находитесь в ее середине. Вот разбивка. Вчера случилась случайность. Это словно детективный роман, который оживет на ваших глазах, и вы откроете для себя все удивительные подробности. Так что будьте готовы, потому что всем может стать очень интересным. В полученном вами сообщении говорится, что у вашего любимого человека неожиданная связь с женщиной, что застает вас врасплох. Я предлагаю вам сохранить это видео, потому что в нем подробно рассказывается о том, что произошло вчера. Вы видите что-то неожиданное. Посмотрите, как ваши любимые герои фильмов делают потрясающие движения, и угадайте, кто в центре. Человек, которого вы любите, подобен находке карты сокровищ, спрятанной у вас на заднем дворе. Вы никогда этого не ожидали, но теперь ваш разум наполнен радостью и удивлением. Вот что он почувствовал, когда узнал, что произошло вчера. На видео показаны все подробности, поэтому убедитесь, что это безопасно. Если вы верите в ангельское руководство, попробуйте подписаться для получения дополнительной информации. Друг мой, найди минутку, чтобы выплеснуть свои эмоции от этого поста. Это не просто набор слов, это история, которая пробуждает что-то глубоко внутри вас. Подумайте об этом. Люди, которых вы любите, люди, которых вы знаете вдоль и поперек, делают то, чего вы от них не хотите. Это как найти скрытый проход в любимой видеоигре неожиданно, но весело. Приготовьтесь отправиться в это эмоциональное путешествие, ведь это обязательно будет приключение. Относитесь к видео как к сокровищу и позвольте истории развернуться перед вашими глазами, как сцена из фильма. Да, неожиданный поворот в любимой книге вас удивит, но иногда он связан, полон неожиданных сюрпризов и поворотов. Так что пристегнитесь и приготовьтесь к поездке. Прежде чем мы продолжим, если вы верите в Бога, пожалуйста, прокомментируйте «да» и помогите нам в суперчате или посмотрите это видео полностью. Прошлая ночь была не совсем обычной. Представьте себе, ваш лучший друг, человек, которого вы знаете внутри, сделал что-то действительно глупое. Это как будто твой очень тихий одноклассник внезапно просыпается и начинает петь оперу посреди столовой. Да, это действительно странно. Так что будьте готовы, потому что эта история перенесет вас в дикую природу. Несмотря на свой нежный и заботливый характер, он удивляет всех своей реакцией на оскорбившую вас женщину. Это все равно, что наблюдать, как спокойное озеро в капле гальки вдруг превращается в бурю. Реакция была совершенно неожиданной и застала всех врасплох. Легкий ветерок внезапно превратился в сильный ветер, который, казалось, сотрясал все на своем пути. Ее ответ открыл глаза, показав, что никто не знал ее стороны. Если вы верите в любовь, покажите свою поддержку, поставив лайк этому видео и написав «Аминь». Женщина, которая уважала вас, часто удивляла своего возлюбленного, когда она удивительным образом выражала свои чувства.
Это все равно, что наблюдать, как спокойная река внезапно превращается в водопад и сметает все на своем пути. Гнев близкого человека неожидан и застает всех врасплох. Это было похоже на извержение спящего вулкана, извергающегося от эмоций. Этот неожиданный поворот наверняка шокирует всех. Ответ женщины смутил его, и он понял, что недооценил силу чувств возлюбленной. Выражение удивления на его лице говорило само за себя. Он был шокирован неожиданной реакцией. В течение следующих нескольких дней близкие узнают, как важно привлекать других к ответственности за свои действия, и это трудный, но важный урок для их развития. Довериться божественному руководству значит вступить в путь роста и развития даже в трудные времена. Если вы готовы поддержать любимого человека в этом путешествии, покажите свое доверие, предложив ему поддержку. Вместе мы сможем пройти жизненные уроки и стать сильнее, чем когда-либо. Помните, говорит Отец, берегитесь, дела тьмы не одолеют вас. Даже если вы почувствуете атаку врага, не сдавайтесь, ведь вы найдете быстрое решение. Я Бог, благословляющий, полной радости, готовый дать из небесного хранилища. Сегодня я предлагаю вам благословение из моего тронного зала, предназначенное для того, чтобы достичь вас. Получая это благословение, помните, что я готов провести вас в это трудное время. Я справедливый Бог, и я видел ваши проступки. Не волнуйтесь, я работаю за кулисами, чтобы все исправить и добиться справедливого решения допущенных ошибок. Знай, что я также Бог спасения. Несмотря на прошлые ошибки и трудности, я предлагаю прощение и новое начало. Примите мою любовь и милость, поскольку я всегда готов идти рядом с вами на вашем пути роста и перемен. Изменения приносят пользу, а не вред, потому что они делают вас идеальным отражением самого себя. Примите перемены, даже если это сложно или страшно, потому что они необходимы для роста и развития. Доверьтесь Его плану для вашей жизни, зная, что я всегда забочусь о ваших интересах. Путешествуя по переменам, помните, что это не конец, а новое начало, наполненное бесконечными возможностями. Не позволяйте страху или негативу сдерживать вас, ведь я приготовил для вас яркий рассвет. «Восстань и светись, ибо слава моя сошла на тебя, и я утвержу в тебе царство любви, справедливости и жизни». В разгар смутных времен помните о силе сотрудничества со мной в построении моего царства на земле. Это партнерство требует стойкости перед лицом невзгод, веры в мои обещания и позволения моему присутствию сиять через вас. Остерегайтесь тех, кто говорит в обреченности и мраке. Держитесь за надежду, за яркий рассвет и за обещание царства, которые невозможно забыть в моих словах. Работать со мной значит быть агентом любви, справедливости и жить в мире, который нуждается в исцелении. Как бы страшно это ни было, это стало возможным, если оставаться в гармонии со своей страстью и верить в свои силы. Слышали ли вы мое повеление основать мое царство на земле? С мужеством и верой знайте, что моя слава осветит тьму и принесет надежду и спасение. Смело принимайте этот призыв, зная, что я с вами в вашем путешествии. Ваша радость – это боевой клич, вселяющий страх в царство тьмы. Радуйтесь, вы одержали победу, и я подготовил все необходимые инструменты для победы.
Пусть ваша радость станет маяком надежды для окружающих, распространяя свет и поддержку среди испытаний. Я сделаю все новое в твоей жизни. Сбросьте вес, снова обретите радость и поймайте новую волну радости, которую я приготовил для вас. Верьте в мою неизменную любовь, подтвержденную крестной жертвой и благословениями в вашей жизни. Двигаясь вперед, осознавайте мое непосредственное участие в вашей жизни, ведущее вас к совершенным благословениям и любви, изгоняющей страх. Примите смелость, веру и совершенную любовь, зная, что я всегда рядом. Пусть наши слова и действия отражают любовь, радость и мир духа и приносят благословение окружающим. Джабур 1, 2-3 поощряйте нас наслаждаться учением Бога, чтобы те, кто делает это, могли быть спасены, подобно деревьям, посаженным у реки, которые приносят плоды в свое время. Когда мы углубляем понимание Его слов и остаемся укорененными в Его присутствии, мы можем дать любовь и надежду тем, кто жаждет духовной пищи для роста обильного духовного сада. На протяжении всего жизненного пути мы находим цель и стабильность в заботе Бога. Наш пастырь направляет нас, идет рядом с нами и дает нам защиту и поддержку. Уважая каждый шаг, момент руководства и пример утешающего присутствия, мы обретем покой и восстановление в тихих водах. Там мы сняли бремя, напились из источника жизни и, освежившись с помощью Божьего обетования, ушли с миром. Чтобы двигаться вперед, давайте доверять Его обещанию, зная, что Он будет направлять, помогать и защищать нас в любое время года. Давайте найдем мир и утешение в Его присутствии, зная, что с каждым шагом Он будет помогать нам постепенно приближаться к Его миру. Давайте вместе проявим благодарность, попросим прощения и одержим победу над страданиями. Пусть исцеление придет к нам и нашим близким, защитит нас от бед и укроет защитой. Пока мы стоим вместе в вере, пусть Его присутствие окружит нас миром и наполнит радостью сейчас и навсегда. Аминь. Исповедуйтесь в своих грехах и помолитесь об исцелении. Молитвы святых дают силу и энергию. Это то, что сказал Господь из Иакова 5 часов 16 минут. Так что перестаньте сомневаться, молитва меняет всех. Продолжайте молиться, пока что-нибудь не произойдет. Эти слова так утешают, но легко забыть вес и силу этих слов, особенно когда жизненные штормы грозят перевернуть нашу маленькую лодочку. Вы можете спросить, что же мы имеем в виду, когда говорим, что молитва меняет всех. Что мы имеем в виду, когда говорим: перестаньте сомневаться и молитесь, чтобы все произошло? Сегодня я хочу поговорить об этом мощном духовном инструменте, который может существенно изменить вашу жизнь. Знаете, разговаривать с Богом – это все равно, что разговаривать со своим лучшим другом. Это приятный голос для ушей, всегда слушающий и всегда направляющий. Мы должны помнить, что молитва – это улица с двусторонним движением. Он не просто спрашивает, чего мы хотим, речь также идет о том, чтобы слушать, открывать свое сердце и позволять Богу говорить с нами. Когда мы действительно слушаем, мы начинаем слышать удивительные вещи, которых Бог хочет от нас. Мы начинаем слышать учение Божие о нашей ситуации, и в этом чудо молитвы. Вот как молитва меняет всех. Помните ли вы, как Петр, один из ближайших друзей Иисуса,
был заключен в тюрьму. Его друзья очень волновались и не знали, что делать, поэтому молились. Он попросил Бога о помощи, и догадайтесь, что произошло. В комнате Питера появился ангел и вывел его. Это произошло не потому, что его друзья владели магией, у него есть что-то сильнее. Они молятся, и молитва – это не просто чувство, это действительно меняет мир вокруг людей. Но это не все. Даже если это не то, о чем вы просите, молитва все равно имеет большое влияние. Это меняет нас изнутри. Оно соединяет нас с Богом. Это дает нам мир, терпение и силу противостоять чему угодно. Итак, молитва не всегда меняет ситуацию, как мы надеемся, но она всегда меняет и делает нас подобными Иисусу. В Евангелии от Матфея 7 Библии: «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете. Стучите, и отворят вам дверь. Послушайте нас». Он готов помочь нам, когда мы просим Его о новостях. Итак, когда мы молимся, мы ничего не говорим. Мы разговариваем с Богом, и Он готов помочь нам. Он хочет слушать и говорить с нами. В этом удивительная сила молитвы. Итак, когда мы говорим, что молитва меняет все, это большое заявление, не так ли? Но это правда. Давайте посмотрим на несколько примеров, чтобы лучше это понять. Джабез – библейский человек, который знает, как молитва может изменить все. Вы можете найти эту историю в 1 Паралипоменон 4, 9-10. Его мать звали Джабез, потому что роды причинили много боли. Но Джабез не хотел жить в боли и печали. Знаешь, что он сделал? Он молился Богу. Он просил Бога благословить его, помочь ему и уберечь от вреда. И угадай что? Бог принял молитву Иовиса. Бог дал нам то, о чем мы просили. Это показывает, как молитва может принести большие изменения в нашу жизнь. Молитва имеет силу. Обратимся теперь к истории нашего времени. Есть человек по имени Ники Круз. Он лидер банды, и его жизнь полна насилия и преступлений. Но однажды пастор по имени Дэвид Вилкерсон встретил человека, который молился за него. Никки сначала рассмеялась, но Дэвид не сдался. Он верил в Иакова 5 часов 16 минут. Молитва праведника имеет силу и действие. Итак, Дэвид продолжает молиться за Никки, и знаете что? Жизнь Никки изменилась навсегда. Он покинул группу и начал помогать другим. В настоящее время он является основателем Ники Крузис Ministries and Evangelism и автором нескольких христианских книг. История показывает, что молитва меняет всех. Но есть одна вещь, которую мы должны помнить. Иногда, когда мы молимся, кажется, что Бог не отвечает сразу. Разве Он не услышал? Это не. Бог всегда слушает, но иногда Он хочет, чтобы ты помолился, попросил. Именно этому учил Иисус в истории о человеке, который пришел ночью в дом своего друга в Луки 11, 5-10. Библия говорит так. Тогда Иисус сказал им: «У вас есть друг, который пришел посреди ночи и сказал ему: друг, я одалживаю тебе 3 хлеба. Ко мне пришел друг, который путешествовал.
Я потерял еду, чтобы давать. А внутри не беспокой меня. Дверь закрыта, я и мои дети спят, я не могу встать и ничего дать. Я говорю вам, хотя он и не встанет и не даст вам хлеба из-за вашего стыда, он обязательно встанет и даст вам то, что вы хотите. Поэтому я говорю вам, просите и найдете, отворится вам, ибо ищущему отворится. Знаете, иногда у каждого из нас возникают сомнения. Это часть человеческого бытия. Даже человек в Библии, чей сын был нездоров, сомневался. Эта история содержится в Марка 9 часов 24 минуты. Он сказал Иисусу: «Я верю, помоги мне преодолеть мое неверие». Он был честен в своих сомнениях, но попросил Иисуса о помощи, и с ним все было в порядке. Если у нас есть сомнения, мы можем попросить Бога о помощи. Но как нам противостоять этим сомнениям? Как укрепить веру? Хороший способ помолиться. Когда мы говорим и слушаем Бога, это укрепляет нашу веру. Это как проводить время с друзьями. Чем больше времени мы проводим с ними, тем больше мы их понимаем и тем больше им доверяем. То же самое и с Богом. Библия говорит нам в Римлянам 10 часов 17 минут. Итак, вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божия. Когда мы слышим Слово Божье, когда молимся и слушаем, это помогает нам больше верить, а когда мы больше верим, мы сомневаемся. Но что, если нам нужна мудрость, чтобы преодолеть сомнения? И в Библии есть ответ на этот вопрос. В Иакова 1, 5-6 говорится: «А если у кого из вас недостает мудрости, то просите у Бога, дающего щедро, не критикуя, и дастся вам. А если помолитесь, верьте, не усомнитесь». Кроме того, в нашей вере, укрепляя нас, также дает нам мудрость противостоять сомнениям. Помните, сомнения – это нормально, но не позволяйте им победить вас. Молитесь, доверяйте Богу и позвольте Его словам укрепить вашу веру. Но важно помнить, что Божья мудрость больше нашей. Они видят общую картину, которой не видят. Как говорит Библия в Исаии 55, 8-9, Его пути и мысли выше наших. Если Бог не отвечает на наши молитвы, причин может быть несколько. Одна из причин в том, что мы просим неправильно или с неправильной целью. В Иакова 4:3 Библия говорит о том, что нужно просить об исполнении эгоистических желаний с неправильной целью. Когда мы молимся о вещах, которые не соответствуют воле или плану Бога, эти молитвы могут остаться без ответа. Или, может быть, время еще не пришло, или то, о чем вы просите, не самое лучшее для вас. Бог также может использовать обстоятельства, чтобы улучшить нашу веру и характер. Бог – наш любящий Отец и желает нам добра. Иногда это означает, что мы не получаем того, чего хотим, тогда, когда хотим. Но мы всегда можем доверять Его любви и мудрости, зная, что Он делает все для нашего блага. Библия говорит нам об этом что-то важное в Экклезиасте 3 часа 11 минут. Он делает все добро в свое время. Это означает, что у Бога для всего есть идеальное время. Возможно, это не наше время, но это определенно лучшее время. Кроме того, в книге Аввакума 2:3 «Послание еще до назначенного времени»
даже если оно задерживается, подождите. Оно всегда придет и не разочарует. Оно говорит нам быть терпеливыми и доверять Божьему совершенному времени. Хотя то, о чем мы молимся, кажется медленным, мы должны терпеливо ждать. Во 2 Петра 3:9 он сказал: «Бог не медлит исполнить свое обещание, так как хочет, чтобы некоторые медлили, но не хочет, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Бог не медлителен, Он терпелив и желает лучшего. В Библии есть еще одна интересная история о том, как не прекращать молитву. Эта история о человеке по имени Иаков и описана в Бытие 32, 22-32. Однажды ночью Иаков боролся с мужчиной до рассвета. Даже когда мужчины опускают бедра, они не сдаются. Он сказал ему: «Если ты не благословишь меня, я не оставлю тебя». И знаешь что? Этот человек дал Иакову новое имя – Израиль, и благословил там Иакова. Иаков не сдался: давайте бороться, пока не получим благословение. Это похоже на молитву. Иногда нам нужно молиться, противостоять своим тревогам и сомнениям, пока мы не обретем благословение. Мы должны быть терпеливыми и терпеливыми. Когда мы делаем это, как Иаков, молитва приносит благословение и рост в нашу жизнь. Сегодня мы узнаем, что молитва подобна слушанию и разговору с Богом. Это способ попросить о помощи, поблагодарить их за благословение и выразить свои сомнения и страхи. В Библии от Иовиса до короля Круза мы уже знаем, насколько могущественны они сегодня. Мы увидели, как молитва может изменить ситуацию, и я уверен, что у некоторых из нас есть свои собственные свидетельства. Мы также учимся сомневаться. Сомнение – часть человеческого бытия, но мы не можем преодолеть сомнения. Мы можем молиться о наших сомнениях и просить Бога о помощи, и мы можем верить в Его Слово, то есть вера, которая приходит от слышания Его слова. Возможно, одна из самых важных вещей, которым мы учимся, это быть терпеливыми и молиться. Подобно Иакову, мы должны продолжать жить так, как объясняет Библия. Мы должны помнить, что Божье время – лучшее время. Библия говорит не молиться в 1 Фессалоникийцам 5 часов 17 минут. Это означает, что мы всегда должны молиться, всегда говорить и слушать Бога. В послании к Филиппийцам 4, 6-7 говорится: «Не заботьтесь ни о чем, но обо всем молитесь. И мир Божий, превосходящий всякое понимание, сохранит сердце и помышления ваши во Христе Иисусе». Молитва может принести мир и покой, которые приходят от осознания того, что Бог с нами. Вот почему мы все призваны молиться непрестанно. Сделайте молитву ежедневной рутиной. Давайте будем как Джейкоб, как Джабез, как Дэвид Вилкерсон, который продолжает молиться за Ники Круза. Молитва может изменить все, поэтому давайте молиться, несмотря ни на что. Теперь за всех, кто в моем голосе, придем к Господу в молитве. Я хочу, чтобы вы все помолились этой молитвой, чтобы вы получили благословение от этой молитвы. Помолимся верному и любящему Богу. Отец, Ты – Альфа и Омега, начало и конец. Ты мой Создатель и наставник, Ты помогаешь мне каждый день принимать мудрые решения. А Боже, Ты утешитель в печали, боли и печали.
Я прихожу к вам сегодня со смирением и открытым сердцем. Я благодарю вас за вашу милость, любовь и дар жизни. Дорогой Бог, я так благодарен, что Ты всегда со мной в моих бедах и печалях. Господь, я молюсь, чтобы изменить мою жизнь и ситуацию. Я прошу вас открыть дверь возможностей, исцелить меня и изменить мою жизнь. Господи, пожалуйста, прости меня за те моменты, когда я вызывал сомнения. Господь, я отвергаю всякое искушение усомниться во имени Иисуса. Я молюсь о вере, чтобы сдвинуть горы, о силе, чтобы преодолеть сомнения, и молюсь, чтобы это произошло. Я заявляю о победе над страхом и сомнением во имя Иисуса. Я заявляю, что меня трогает не то, что я вижу или слышу, а Слово Божие, которое истинно, вечно и неизменно. Господь, я прошу Тебя направить мои мысли в соответствии с Твоей волей. Прикоснись к моему сердцу, чтобы оно наполнилось любовью, мужеством и прощением. Господь, прикоснись к моему духу, чтобы он наполнился Твоим миром. Отец, я верю, что мне нужно Твое руководство во всех отношениях. Пожалуйста, помоги мне набраться терпения и дождаться подходящего момента. Господь, я благодарю Тебя за совместную работу на благо всех. Я разрушаю дух нетерпения и разочарования во имя Иисуса. Я заявляю, не молясь. Господь, помоги мне доверять и верить. Помогите мне продолжать молиться за перемены, потому что я знаю, что Ты верный Бог, и Ты никогда не подведешь. Я прошу крови Иисуса в моей жизни и жизни тех, кого я люблю, как доказательство Твоей славы. Пусть мои слова и действия отражают Вашу любовь и милость. Я разрушаю негатив и зло в своей жизни во имя Иисуса. Дорогой Бог, спасибо Тебе за силу молитвы, возможность прийти и уверенность услышать Тебя. Спасибо за Вашу верность, любовь и бесконечную милость. Аминь. Господь, я молюсь о росте, вечных переменах и обильных благословениях в моей жизни. Я знаю, что это не из-за моей силы или могущества, а из-за Твоего Духа. Слава Богу, что напомнил мне продолжать молиться, пока это не произойдет. Господь, я хочу, чтобы мои молитвы были Твоей справедливостью. Научи меня молиться о том, что соответствует Твоим планам и целям. Я прошу Вас не из эгоистических желаний, а направить мои слова и мысли таким образом, чтобы прославить Вас и продвинуть Ваше Царство. Господь, так же, как я молюсь за то, чтобы моя жизнь изменилась, я молюсь за жизни тех, кого я люблю. Когда я представлю их перед Тобой, Господь, пусть я познаю и испытаю Твою любовь и благодать более глубоко и лично. Там, где есть боль или страдание, это может принести исцеление. Там, где есть путаница, вы можете внести ясность. Приносим мир туда, где царит смятение и смятение. А когда вы сомневаетесь, вы можете укрепить свою веру. Господь, я осуждаю любое негативное влияние и силу тьмы в нашей жизни и отношениях во имя Иисуса. Господь, когда я показываю свою просьбу, я благодарю Тебя, что Ты меня слышишь. Господь, я благодарю Тебя за ответ на мои молитвы. Я молюсь во славное имя Иисуса. Аминь. Вы когда-нибудь чувствовали себя спокойно по утрам, когда мир тих и день полон возможностей? Это время кажется полным мира и надежд, когда день начинается с молитвы.
Когда свет рассвета освещает небо, рассеивает тьму, начните наш день с Богом и осветите путь, направляя все, что ждет впереди. Первая обязанность нашего времени в первую очередь молиться, а не просто произносить слова. Речь идет о создании отношений с нашим Создателем. Речь идет о том, чтобы отдать свое время, свои мысли и свое сердце превыше всего. Сегодня мы исследуем важность молитвы как первого действия дня и то, как эта простая, но важная практика может повлиять на наш день, улучшить наше настроение и сформировать наши отношения с другими. Когда мы начинаем день с молитвы, мы говорим Богу: «Ты центр моей жизни». Тот факт, что мы ставим Бога на первое место, задает тон всему последующему, подтверждая нашу веру и доверие к Нему. Практика, которая не только укрепляет нашу веру, но и обогащает нашу повседневную жизнь и наполняет нас миром, радостью и целью. Начинать говорить с Богом каждое утро – это больше, чем ритуал, это веревка, которая удерживает наши души в уверенности, в любви и обещании. Он подает пример на весь оставшийся день, давая видение, соответствующее воле Бога и полное надежды. Утренняя молитва – необычное дело, вера в то, что Бог слышит нас, заботится о нас и активно участвует в нашей жизни, является актом веры. Осознание того, что нам нужны мудрость и сила, чтобы пережить этот день, является выражением нашей зависимости от Него. Точно так же начните наш день с того, что Бог дает нам силу приносить плоды Духа, любовь, радость, мир, терпение, доброта, милосердие, верность, кротость и самообладание. Эти качества становятся более очевидными в нашей жизни, когда мы каждое утро проводим время с Богом, углубляя наши отношения и позволяя себе быть объектом Его любви. Утренняя молитва снабжает нас мудростью для принятия дневных решений, направляя нас как в важных решениях, так и в повседневных делах. Оно задает ритм встречи с Богом, которому мы можем следовать в течение дня, превращая обычные моменты в возможности для Его присутствия и работы в нашей жизни. Практика начинать день с молитвы с Богом – это путь веры, доверия и преодоления. Оно обещает не просто хороший день, но жизнь, сосредоточенную на Боге, жизнь, полную мира, цели и радости. Давайте постараемся сделать молитву первым занятием нашего дня, приглашая Бога в каждый момент и позволяя Его воле формировать нашу жизнь. Утренняя молитва напоминает нам, что истинный мир находится в присутствии Бога. Итак, будем радоваться с Богом, чтобы мир Его наполнил нас и исходил от нас. Пусть это будет путеводным светом в наше время, напоминанием о постоянном и вечно любящем присутствии Бога. Таким образом, помимо наполнения собственной жизни, мы также распространяем этот мир на окружающих, создавая любовь Божию в мире, который нуждается в мире. Начало каждого нового дня с утренней молитвы не только дает нам покой, но и наделяет нас силами, которые нам не принадлежат. Сила, данная всемогущим Богом, является свидетельством силы нашего времени, основанной на божественном общении. Сила превосходит наши физические возможности, сила, которая поощряет внутреннюю стойкость и позволяет нам мужественно и решительно решать жизненные проблемы. Эта божественная сила ясно описана в Исаии 40:31, а верующие в Бога умножат свою силу, поднимут крылья, как орлы, побегут и не побегут. Они не устали. Он пойдет и не устанет.
Утренняя молитва – это ожидание Бога, дающего нам первые плоды нашего дня. Это также обновляет наши силы и дает нам возможность противостоять жизненным вызовам и испытаниям. Сила, которая нам нужна, чтобы начать день перед Богом, это больше, чем просто сопротивление. Это меняет наш взгляд на проблему. Проблемы становятся возможностью увидеть Божью силу в нашей жизни, испытания становятся платформой для проявления Его благодати, а слабости становятся способами совершенствования Его силы. Эта сила позволяет нам продолжать с радостью, зная, что наша победа всегда во Христе. Кроме того, сила утренней молитвы придает силу нашей вере. Это заставляет нас оставаться твердыми в Божьих словах и обещаниях и делает нас прочным фундаментом в любой ситуации. Эта сила, основанная на божественном общении, будет движущей силой наших действий, побуждая нас жить так, чтобы отражать Божью любовь и справедливость. Наконец, давайте признаем преобразующую силу утренней молитвы. Отдавая первые мгновения нашего дня Богу, мы открываем свои сердца Его водительству, мудрости и силе. Пусть эта практика станет напоминанием о Его бесконечной любви и постоянном присутствии в нашей жизни. Когда мы разовьем эту привычку, мы испытаем глубокий покой и радость, приближаясь к нашему Создателю. Давайте начнем каждый день с молитвы, чтобы присутствие Бога вошло в нашу жизнь, и мы стали объектом Его любви и милости. Укреплите нашу веру в Него во времена сомнений или страха. Память о нашей утренней встрече с Богом служит маяком надежды, напоминая нам о верности и незыблемой основе, на которой строится наша жизнь. Сила, которую мы получаем от утренней молитвы, готовит нас к духовной войне. Вооруженные всеоружием Божьим, мы можем противостоять планам врага, потому что знаем, что это битва Божья. Наша утренняя молитва – это выражение нашего доверия Богу, активизации Его силы и защиты над нашей жизнью. Сила, исходящая от ежедневного общения с Богом, огромна и влияет на все сферы нашей жизни. Сила, которая не хвастается своей мощью, но обещает быть нашим прибежищем и силой всегда в наших страданиях. Давайте всегда отдавать приоритет утренней молитве, будем полны неизменной силы Божией, готовы встретить этот день с уверенностью и милосердием. В священных писаниях мы находим интересные истории о людях, чья жизнь определялась их преданностью молитве. Эти библейские персонажи представляют собой вечный пример того, как начинать день с Божьего руководства, защиты и Божьего замысла. Эти истории вдохновляют нас сделать молитву первым действием дня, и, подобно им, мы можем найти Божье руководство, защиту и силу для выполнения нашего божественного призвания. Давайте последуем Его стопам, будем помнить, что на наши молитвы в минуты беды, сомнений или печали всегда отвечает Бог, который близок к нам в нашей жизни. Давайте сначала помолимся Богу и помолимся пред Ним основанием нашего пути. Этот божественный фокус обеспечивает постоянную поддержку и руководство. Он приглашает нас подойти с уверенностью, зная, что каждая молитва посеет семя невидимого чуда. Теперь за всех, кто в моем голосе, придем к Господу в молитве. Я хочу, чтобы вы все помолились этой молитвой, чтобы вы получили благословение от этой молитвы. Помолимся доброму и любящему Богу. Отец, всемогущий Бог, я прихожу к Тебе в трауре по Твоему величию и милосердию.
Ты Творец неба и земли, Царь царей, Господин господствующих. Твоя мудрость безгранична, Твоя мудрость превосходит понимание, и Твоя любовь ко мне вечна. Вы заслуживаете всей славы, чести и похвалы. Господь, я благодарю Тебя за Твой новый дар жизни и благодати каждое утро. Мы благодарны за этот новый день, за новую возможность жить своей любовью, идти по пути и сиять светом для окружающих. Спасибо за верность и чистую любовь, которая окружает меня и людей, которых я люблю. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты даришь мне подарки и благословения каждый день. Радость перед Тобою и одесную Твою радость вечная. Отец, я исповедую перед Тобой свои грехи и прошу у Тебя прощения. Поскольку Вы призвали меня жить в свободе и мире, я предпочитаю простить тех, кто обидел меня, и отпустить ненависть и обиду. Я избавлю ваше имущество от злых духов, болезней и опасностей на ближайшие 12 месяцев. Моя любовь и защита обнимают тебя и никогда не оставят и не покинут тебя. Позвольте мне поделиться с вами некоторыми вариантами, которые изменят вашу жизнь и помогут вам избавиться от финансовых обязательств. Я исправлю ваши финансы, исправив ваши платежи. Дети мои, помните, что вы способны принести счастье, успех и здоровье в свою семью. Что бы ни случилось, вы всегда можете внести изменения на благо своей семьи. Это будет время исцеления, перемен, благословений и чудес для вас и ваших близких на протяжении всего года. Бог ответил на ваши молитвы и наполнит вас чудесными благословениями. Благодаря этим чудесам тела будут восстановлены, разрушенные отношения будут исцелены и двери изобилия откроются. Есть Бог, который видит ваши проблемы, слышит ваши молитвы и может вам помочь. Невероятная радость направлена на вас, когда вы окажетесь следующим в очереди на чудесное преображение. Попросите об этом, потому что в ближайшие дни вы увидите чудеса, не поддающиеся логике. Удивительные вещи могут происходить, удивлять и вдохновлять. Обычно для вас я организую памятные мероприятия. Он был поражен моими способностями. На всех уровнях – психологическом, физическом, духовно-эмоциональном, а также финансовом. Здесь будут объяснены все преимущества, которые я привел, если вам нужен только этот тип. Вот примите всем сердцем ту свободу, успех и процветание, которые я вижу. Я хочу, чтобы вы знали, что я подготовил сверхъестественное вмешательство, которое кардинально изменит вашу жизнь. Как река, имеющая множество преимуществ, ваш образ жизни изменится. Когда я управляю небом и землей, я решаю, что с тобой произойдет. Вы можете верить в меня, потому что я Господь Бог Вседержитель. Я Бог, который может творить чудеса. Поверьте, что ваша плохая ночь превратится в лучшее утро. Помни, мою любовь к тебе невозможно отделить ничем. Через Иисуса Христа, нашего Господа, независимо от ваших обстоятельств или чувств, вы всегда будете связаны с Божьей любовью. Прошу помощи небесных существ, называемых ангелами, для защиты ваших долгов и платежей. Они защищают своих близких от опасности. Тот факт, что Бог на вашей стороне, не означает, что вы свободны от сопротивления. Но подождите немного, может быть больше.
Бог обещал, что вы будете здоровы и в безопасности. Он и Его люди чувствовали безопасность и мир. Возлюбленный, помни, что я единственный, кто оказывает тебе честь и милость. Ничто из того, что я говорю или делаю, никогда не сможет лишить вас этого, и вы всегда можете рассчитывать на нашу постоянную поддержку. Вы вернетесь в течение года, чтобы восстановить свое здоровье, отношения и финансы. Я, всемогущий, сделаю это. Когда вы делаете это в своей жизни, вы можете расти и прославляться благодатью Божьей. Что бы ни отнял враг, оно безгранично восстанавливается и обогащается. Божья сила безгранична. Подумайте о том, что Бог может сделать, чтобы изменить вашу жизнь за один день. В конце концов, Ему потребовалось всего 6 дней, чтобы построить Вселенную. Если вы предаетесь Ему, вы увидите, как с вами произойдут чудеса. Помните, что Бог может многое сделать через вас, если вы используете только свои уникальные дары безграничной энергии и совершенного вкуса. Все доступно. За 7 дней, моя дорогая, ты добьешься великих свершений. Для вас наступило время изобилия счастья, любви и позитивного счастья. Помните, что Бог создал вас и находится с вами. Ваш пожизненный наставник поможет защитить и спасти вас. Это время безграничной любви и изобилия с вами. Если вы примете это послание, к вам потечет все полезное и чудесное. Верьте в много счастья, драгоценные воспоминания, замечательных людей, благословения и уникальные результаты в ближайшие недели. Чтобы поймать горсть миндаля. Иегова сказал: не отчаивайтесь в трудные времена. Возложите свои заботы на Бога, и Он избавит вас от всякого узла и принесет вам свободу и мир. Я изменил твою жизнь сегодня. Я превращу твою печаль в радость и твой недостаток богатства в изобилие. Приготовьтесь к невероятному времени, полному триумфа, открытий и чудес. Вам придется подождать до следующего месяца. Пусть ваша история будет наполнена радостью, выздоровлением и успехом. Я успешно преодолел все трудности в жизни. Моя защита и благословения никогда не прекратятся для вас и вашей семьи. Я удовлетворил все ваши потребности. Моя щедрость привлечет ваше внимание. Я устроил для вас свободу, здоровье, процветание и настоящую любовь. Желаю вам счастья, исцеления и успехов в ближайшие месяцы. Пусть счастье, радость и успех будут вашими благословениями. Пусть божественный мир, превосходящий всякое понимание, пребудет с вами. Найдите духовное и эмоциональное убежище во Христе Иисусе. Пусть твоя жизнь будет доказательством моей верности и доброты. Зарегистрируйтесь и станьте любимым членом нашей семьи. Предлагается время восстановления, нового начала и время победы. Полученная боль временна, но грядущая радость вечна. Бог активно работает над тем, чтобы изменить вашу жизнь, заменяя горе радостью, а недостаток изобилием. Подготовьте свое сердце к сезону, полному чудес, побед и достижений. Негативные переживания, которые раньше приносили слезы, будут покрыты Божьей благодатью и благословением, рождая по-прежнему счастье, смех и любовь. Иисус, который сначала пришел к нам как кроткий агнец,
вернулся как сильный лев Иуды и сказал: «Я пришел исцелить вас». Он направлен на облегчение физической, эмоциональной или духовной боли и привнесение моментов покоя и значимых позитивных изменений в нашу жизнь. Бог переносит нас из места неприятностей, боли и усталости в место исцеления, легкости и изобилия. Когда мы отдаем Ему свои заботы и страхи, нам обещан мир, превосходящий всякое понимание, мир, который навсегда будет охранять наше сердце и умы. Эти слова несут утешение, восстановление и покой. Помните, Божье время идеально, и Он знает, что нам нужно. Доверьтесь этому плану, потому что Он откроет двери, которые никто не сможет закрыть. Если вы верите в Божье время, напишите 222. Это божественное вмешательство не только останавливает силы, причиняющие нам боль, но и запускает волну благословений, которая облегчает финансовое бремя и освобождает нас от цепей беспокойства. Примите силу исцеления свыше, окутанные Божьей благодатью, вознесенные Его благодатью и утешенные Его постоянным руководством. Давайте помолимся вместе. А Господь, Творец всякого добра, мы радуемся величию, которое нас окружает. Звезды, сияющие на небе, заходящее солнце, окрашивающее небо и огромный океан, хранящий глубокую тайну. Мы были поражены пышным пейзажем, величественными горами и спокойными ручьями. Мы благодарны за эти замечательные вещи. Изменяя Бога, мы знаем, что бывают моменты, когда мы застреваем в болезненных вещах в нашей жизни, но мы верим в ваше обещание написать для нас новую историю. Мы просим вас вести нас по пути честности и дать нам смелость отпустить прошлое. Помогите нам избавиться от бремени сожаления и разочарования, оставив все в ваших руках. Пусть ваше здравомыслие и здравомыслие приведет нас к тому, чтобы жить и ходить в радости и свободе. Господи, я знаю, что настанут времена, когда мы устанем страдать, но я верю в Твое обещание соответствовать образу Христа. Мы просим Вас вести нас по пути верности и дать нам силы и мужество противостоять этим испытаниям. Помоги нам знать, что Ты принимаешь все вызовы, чтобы укрепить и усовершенствовать нас. Давайте войдем в благодать, чтобы выстоять во всех трудностях и победить во Христе. Господь Спаситель, я признаю, что бывают моменты, когда я далеко от Тебя, но я верю в Твое обещание, что Ты будешь любить меня безоговорочно. Мы просим Вас вести нас по пути истины и смиренно возвращаемся к Вам. Помоги нам знать, что Ты всегда готов принять и восстановить наши с Тобой отношения. Позвольте нам испытать глубокое общение и возобновить нашу любовь к Вам. Господь, я знаю, что иногда мы застреваем в пустой религиозной системе, но мы верим в Твое обещание иметь с нами настоящие отношения. Мы просим Вас вести нас по честному пути и вызвать у нас желание узнать Вас глубже. Помоги мне по-настоящему искать Твоего присутствия и войти в истинное общение с Тобой. Оставьте монотеизм и давайте искать истинного и преобразующего общения с Вами. Когда мы раскрываем Бога, мы знаем, что будут времена, когда наше духовное видение будет затемнено, но мы верим в Ваше обещание обновить наше видение и понимание. Мы просим Тебя вести нас по пути верности и дать нам веру верить в невидимое. Помоги мне довериться Твоему руководству и следовать Твоему Духу, даже если я не до конца это понимаю.
Давайте станем откровением для самих себя и позволим нам идти туда, куда вы ведете нас с верой. Господь, мы знаем, что бывают моменты, когда мы застреваем в бесполезном цикле, но мы верим в Твое обещание, что Ты – Бог, который может сделать невозможное. Мы просим Тебя направить нас по пути честности и дать нам смелость быть смелыми и доверять Тебе. Помоги мне полностью подчинить Тебе свою волю и терпеливо ждать Твоей цели. Пусть мы испытаем силу Вашего вмешательства в нашу жизнь и станем свидетелями чудес, превосходящих наши ожидания. Дорогой Господь, я признаю, что бывают моменты, когда я чувствую себя далеко от Тебя, но я верю, что ничто не может отделить Твою любовь в Твоем обещании. Мы просим Вас вести нас по пути истины и смиренно возвращаемся к Вам. Помогите нам узнать, что примирение и восстановление гарантированы во Христе. Позвольте нам испытать глубокое общение и возобновить нашу любовь к Вам. Позвольте нам испытать более крепкие отношения и более глубокую солидарность с Вами. Господи, я знаю, что бывают времена скорби, но верю в Твое обещание, что Ты мое прибежище и моя сила. Я прошу Тебя направить меня по правильному пути и дать мне мир, который только Ты можешь дать. Помоги мне поверить в Твой суверенитет и подчинить Тебе все свои обязательства, обрести мир, превосходящий человеческое понимание, и научиться тому, что Ты контролируешь все ситуации. Дорогой Бог, который служит, я признаю, что бывают моменты, когда мы устали от проблем, с которыми сталкиваемся в нашей повседневной жизни, но я верю в Твое Слово, что Ты тот, кто защищает нас и дает нам все, что нам нужно. Мы просим Вас наставить нас на правильный путь и укрепить веру, необходимую нам для того, чтобы верить в Вас. В трудную минуту помоги нам преодолеть наши страхи и тревоги, отдать все наши заботы в Твои руки, испытать божественное провидение и благословить Тебя даже в самые трудные времена. Господь, я знаю, что иногда жизненные обязанности превосходят меня, но я верю в Твое обещание, что Ты – источник моей силы в трудную минуту. Мы просим Вас наставить нас на правильный путь и помочь всем нам. Спасибо во имя Иисуса. Аминь. Готовьтесь, друзья мои, ведь мы вступили в фазу чудес, побед и небывалого роста. В это время Бог проявит свою великую силу в вашей жизни, благословит ваши усилия и обеспечит полное удовлетворение ваших потребностей. Ожидайте исцеления, поддержки, защиты и божественного руководства в этом году. Приготовьте свое сердце, чтобы оно наполнилось удивлением и благодарностью, когда вы увидите изобилие, которое Бог дал в вашей жизни. До конца этой недели вы будете окружены такими благами, что забудете свои прежние заботы. Цель Бога – снять с ваших плеч бремя беспокойства, страха, беспокойства и боли и заменить его любовью, исцелением, благословениями и миром. Итак, продолжая этот путь вместе, помните, что моя любовь, мой якорь в любой буре, моя мудрость, мой проводник в каждом решении, а моя сила, моя поддержка в каждом испытании. Вы любимы, защищены и всегда в моей милости. Напишите «Бог – моя сила, чтобы получить любовь». Эти преобразования могут принести решение неприятных ситуаций, финансовое облегчение, благословение, изменяющее жизнь и чудесные события. Утешайтесь тем, что вы не одиноки. Я постоянно забочусь о тебе и хочу подарить тебе счастье, которого ты заслуживаешь. Я против негатива, который омрачает ваш путь.
Силой жертвы Иисуса я объявляю его никчемным и никчемным. Все, что я прошу, это чтобы вы поверили в меня и позволили моим дарам обильно наполнить вашу жизнь. Как даритель всех хороших и совершенных даров, я остаюсь неизменным. В отличие от подвижной тени, мое присутствие постоянно в вашей жизни, направляя вас через все испытания. Представьте себе мир, где небо всегда яркое и небо шепчет о божественной любви. Мой дорогой друг, мир, который дал мне Отец Небесный, очень любит тебя. Его любовь бесконечна, это бесконечный поток, который течет прямо в ваше сердце, питает и утешает вас так, как вы даже не можете себе представить. Доверьтесь Его сильной руке и Его обещанию, что Он всегда верен и всегда рядом с вами, направляя вас нежным и любящим прикосновением на протяжении всего жизненного пути. Я пошлю вам невероятные благословения, включая чудеса, возможности и позитивные изменения. Когда вы отдадите свою жизнь мне, я обещаю благословить вас и вашу семью жизнью с избытком. Если вы верите в Божьи обещания, введите 888. Вы шедевр, созданный с невероятной тщательностью и продуманностью. Ваше присутствие – свидетельство любви, уникальная история, написанная звездами, добавляющая красоты великому полотну жизни. Ваше путешествие со своими взлетами и падениями является важной нитью, которая сплетает воедино узоры надежды и сопротивления. Предстоящая неделя обещает безмерную радость, драгоценное общение, божественную милость и мирские достижения. Когда вы возложите свое бремя к Его ногам, Бог укрепит вас, осветит ваш путь и откроет вам видение будущего. Через молитву вы приблизитесь к сути всего хорошего, соединитесь с нужными людьми и найдете подходящие для вас возможности. Примите это таинство, и победа будет за вами. Дорогие мои друзья, снять хорошие видео об Иисусе очень сложно, но для нас это очень важно. Нам нужна помощь в распространении Слова Божьего. Во времена сомнений или отчаяния помните, что ваш прорыв уже не за горами, и примите решение изменить свое существование так, как вы даже не можете себе представить. От состояния истощения к жизни с избытком ваша история изменится, принося благословение и мир. Небесный Отец с гордостью наблюдает за вами в своей бесконечной благодати и любви, стремясь удовлетворить ваши нужды и удовлетворить ваши нужды. Сбудутся ваши самые сокровенные мечты, в том числе и радость дружбы. Смело подтвердите свою готовность получить любовь, исцеление и изобилие, что является вашим божественным правом. Вера зажжет огонь чудес в вашей семье и откроет ваше сердце для чудес исцеления в трудную минуту. Если вы больны, наберите 333. Визуализируйте волну исцеления, которая принесет вам выздоровление и здоровье. Ожидайте чудес, спешите долги, восстановите отношения и разорвите цепь зависимости. Пришло время заявить о своей вере и потребовать для себя божественного обетования. Введите 333 для подтверждения. Не идите в одиночку, потому что могущественное присутствие Бога дает вам силу и поддержку, освещает ваш путь и устраняет тень сомнения. В Божьей силе заключена способность превращать препятствия в светлое будущее. Божий план для вашей жизни – это шедевр, полный потенциальных радостей, таких как исполнение мечты всей жизни,
обретение настоящей любви или достижение новых успехов. Дорогие друзья, май и июнь полны возможностей для исцеления и роста, позволяющих удовлетворить не только ваши физические и эмоциональные потребности, но и финансовые потребности. По мере приближения выходных ожидайте потока благословений, наполняющих вашу жизнь процветанием, здоровьем, счастьем и удовлетворением. Откройте свое сердце чуду, которое вас ждет, это подарок мне. Подготовьтесь на этой неделе к серии чудес, созданных специально для вас, чтобы улучшить каждый аспект вашего существования. С утра понедельника до вечера воскресенья увидите финансовый рост, более глубокую стабильность в своей жизни, улучшение отношений и значительное улучшение благосостояния. Господь, я прихожу к Тебе и начинаю каждый день раньше Тебя, чтобы провести свой день в Твоем Слове и молитве. Помоги мне сначала найти Тебя. Я верю, что все, что мне нужно, будет дано по Твоему обещанию. Веди меня, направляй мой путь и наполни меня своей мудростью. Я заявляю во имя Иисуса, что ни одно оружие, созданное против меня, не подведет. Я отвергаю и принимаю все планы врага разрушить мой мир, украсть мою радость или победить мою цель. Я связываю каждый дух смятения, страха, беспокойства и отчаяния во имя Иисуса. Отец, пожалуйста, защити меня и моих близких. Защити меня от вражеских атак и окружи своими ангелами. Прошу исцеления рук, верю в выздоровление и силу нашего тела. Дорогой Господь, пожалуйста, пролей на меня свои благословения и милость. Идя сегодня, пусть мы будем сосудами любви и сострадания к другим. Молясь со всеми, кто будет слушать, я чту каждое сердце, которое открывается перед вами. Мы соглашаемся, когда молимся друг другу и просим Святого Духа наполнить нас новизной и силой, чтобы жить жизнью, которая прославляет вас. Господи, пожалуйста, направь меня своей мудростью и способностями, помоги мне своей благодатью. Провозглашаю победу над всеми испытаниями, исцеление от всех болезней и благодарю Тебя за Твою защиту и покровительство. Да придет Царство Твое, да будет воля Твоя на земле и в моей жизни, как на небесах. Царство, сила и слава принадлежат Вам навсегда. Господи, спасибо, что услышал и ответил на мои молитвы. Молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь. Слушающих, желающих принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, я приглашаю принять Божью благодать открытым и покаянным сердцем. Начните с того места, где вы находитесь, ваше прошлое не важно. Иисус пришел искать и спасти заблудших. Бог любит тебя. Воля Божия не в том, чтобы кто-то умер, а в том, чтобы люди покаялись. Произнесите эту простую молитву спасения. Господь Иисус, я знаю, что я грешник, и прошу Твоего прощения. Я верю, что Ты умер за мои грехи и воскрес из мертвых. Я приглашаю вас отвернуться от греха и прийти к сердцу и жизни. Я хочу верить и следовать за Тобой, как за моим Господом и Спасителем. Господь Иисус, пожалуйста, услышь мою молитву. Спасибо Господу, что спас меня. Аминь. Теперь, когда вы произнесли эту молитву, попросите священника крестить вас в вашей поместной церкви и обнародуйте это решение. Крещение выражает решение следовать за Иисусом.
Я приглашаю вас помочь другим верующим узнать больше о новой жизни и приблизиться к Богу. Не стесняйтесь оставлять в комментариях молитвенную просьбу о благословениях и победе перед Богом. Мы приглашаем других верующих на YouTube и по всему миру помолиться за нас сегодня. Даже если вы не видите ответа на свой молитвенный вопрос, знайте, что вы молитесь. Убедитесь, что мы представляем свои просьбы Богу согласно Его воле. Мы верим в силу молитвы, которая приносит утешение, исцеление и руководство согласно совершенному Божьему плану. Вся слава Богу! Да пребудет с вами благодать и мир Господа нашего Иисуса Христа.